На делегации встретятся с Виктором Черномырдиным. Место продолжения переговоров пока не определено. Представители Джохара Дудаева предлагают продолжать их не в Грозном, а в селении Бамут. Хотя в столице Чечни, по сообщениям информационных агентств, обстановка сейчас спокойная. Налаживают работу службы жизнеобеспечения города. И не меньше, чем вода и хлеб, людям нужна информация. В одной из комнат на 3-м этаже Дома правительства в Грозном располагается телевидение Чеченской Республики. Журналисты, операторы, режиссеры все вместе в одной комнате. Впрочем, их не так уж и много, около 20 человек. А делают они 2 часа вещания в сутки, причем на старой, а то и просто любительской технике. Ежедневно съемочные группы привозят репортажи из расположения военных частей из чеченских городов и сел. То, что снималось утром, днем уже в эфире. Они рассказывают правду, ставят самые острые вопросы. Почти все, кто работает сейчас, были уволены при дудаевском режиме, когда существовала строжайшая цензура. Многие вынуждены были уехать, в первую очередь русские, а их, считают коллеги, сегодня остро не хватает. Мы стараемся сделать все, чтобы вот у нас в республике было взаимопонимание, в самую первую очередь, наверное, между самими чеченцами, между нашим народом. И, конечно, нам очень хотелось бы, чтобы все-таки россияне, те наши друзья, те, которые здесь были, нас знают очень хорошо, чтобы они поняли, что чеченцы не такие плохие люди. Я не думаю, что вы со мной будете спорить, что журналистам когда-либо жилось хорошо. Надеемся, что все улучшится. Успехов вам, коллеги! Сегодня в селении Шатой возвратились его жители. Правда, пока не все. Многие ехали налегке, желая убедиться, уцелел ли дом. Власти Грозного выделили автобусы. Федеральные войска взялись обеспечить безопасность колонны в пути. Равнинную часть проскочили быстро, а по ущелью шли осторожно. Впереди колонны пустили тральщик. Совсем недавно здесь шли бои, и вокруг осталось множество неразорвавшихся мин и снарядов. И хотя накануне на дороге поработали саперы, излишняя осторожность не навредила. Тем более, что в колонне ехало много детей. Жителям Шатоя повезло, поскольку боевых действий в селе не велось, то и разрушений здесь нет. А вот в соседнем селении Зон от многих домов остались развалины. Конечно, налаживать мирную жизнь в Шатойском районе попроще, чем в Грозном. Однако помощь оказать придется. В районной больнице совсем нет медикаментов, вакцин против сибирской язвы и холеры. А жара стоит здесь такая, что в любой день может вспыхнуть эпидемия. Продолжается расследование причин и обстоятельств трагедии в Буденновске. Секретарь Совета Безопасности Олег Лобов считает, что даже при таком количестве заложников, какое было в Буденновске, а это около 1200 человек, штурм все-таки может иметь место. По предварительным данным, в Буденновск ворвалось примерно 120 боевиков. Уже известны фамилии 6 человек, помимо Шамиля Басаева, которые участвовали в налете, и по ним заведены уголовные дела. Одна из основных проблем Буденновска сегодня восстановление районной больницы. При входе саперы обнаружили, что здание было заминировано, повсюду стояли растяжки. Сильно была заминирована кислородная станция, около 20 баллонов с кислородом. Сейчас фактически на этот час здание полностью обезврежено. Идут работы по очистке здания. Всюду раскиданы упаковки с лекарствами. Врачи утверждают, что несмотря на заверения Шамиля Басаева, они все-таки пользовались наркотиками. На Ставрополье по указанию губернатора края началось расследование уголовного дела в отношении тех, кто способствовал проникновению в Буденновск вооруженных террористов. Границу между Чечней и Ставропольским краем охраняют не пограничники, а подразделения МВД. Следствием уже установлено, что бандиты миновали не менее 5 контрольно-пропускных постов, а остановлены были лишь одним. Тем не менее, следственная бригада считает заявление Басаева о том, что он проехал посты, раздавая доллары направо-налево, необоснованными. Тревожный сигнал о попытке захвата поезда поступил сегодня из Кисловодска. Но при разборе происшествия выяснилось, что речь идет об элементарном хулиганстве. 5 мошенников-картежников заставляли пассажиров поезда Петербург-Кисловодск играть с ними в карты, угрожая в случае отказа применить против людей оружие или выбросить их из вагона. Хулиганы задержаны, но тревогу, поднятую пассажирами, не стоит считать напрасной. Она вполне понятна.